женщина, самая красивая женщина, вот, обратиться с посланием от православных тюркских народов Третьего Рима, Катехона России, к православному гагаузскому народу, вот, договориться с любовью к отечественной Владимиром Букарским взаимодействия, чтобы развить православие. Спасибо, Юрий Александрович. В январе 2024 года в Москве по благословению Святейшего Патриарха Кирилла прошло первое заседание оргкомитета к подготовке съезда православных тюрок. И возглавил это первое заседание митрополит Коломенский и Крутицкий Павел и архидиакон Константин Барган, гагауз, который хочет эту тему довести, я надеюсь, до конца, потому что наша община работает более 20 лет, и мы и на конференциях, и в наших статьях говорили об этом очень часто, что православные тюрки должны объединиться. И неважно, есть тюркские народы, которые связаны с исламом, есть тюркские народы, которые частично мусульмане, частично христиане, есть и не тюркские народы, но восточные, которые исповедуют православие. И созрел момент, чтобы тюрки, православные татары объединились. Члены Московской татарской православной общины присутствовали на первом заседании, вошли в оргкомитет к подготовке этому съезду. И вот это мероприятие сегодняшнее я считаю даже таким мини-курултаем, которое будет подготовкой тоже к этому съезду. Да. И считаю, что гагаузский народ играет очень большую роль. И надеюсь, что сыграет и архидиакон Константин Барган, чтобы все состоялось. И считаю, что это будет мощным прорывом для гагаузского народа. И есть такой московский лидер татар, один из лидеров, Рустам Файзович Ималиев, президент Национального конгресса татар и тюркских народов. И он много лет работает с татарами и с разных возрастов. У него есть молодежные группы, и, есть люди уважаемые, и он собирает в возрасте, и он собирает и военных, и художников. Совершенно разные тематические у него встречи. Работает, не могу сказать точно сколько лет, но долго. И он признает и говорит открыто, что московские татары, больше половины московских татар – это православные татары. Вот как сегодня сказал отец Петр, да? Да. Что он удивился, насколько много военных православных татар. А это действительно так. Мы даже на своем сайте сейчас собираемся делать такую колонку «Военные православные татары прошлого и будущего», потому что это действительно очень интересный такой факт. Может быть, сказать, что сыграла роль. Я не знаю, вот татары военные, очень много православных и героев. И хочу напомнить интересный момент, о котором мы тоже часто говорим, что сами татары признали себя двухконфессиональным народом официально.